Ведь занятия у нас. Все расселись по местам. Никому не тесно? Нет. По секрету скажу вам, будет интересно. Итак, вы все знаете, кто это такой, да? Великий ученый Галилео Галилей. Это и физик, это и математик, это и механик, это и астроном, и философ, который огромное влияние оказал на науку. И он сказал в свое время: природа насмехается над решениями и появлениями князей, императоров и монархов. И по их требованиям она не изменила бы ни на йоту своих законов. О чем он говорит? О чем он говорит? Пожалуйста. Природа. Что никто не изменит природу. Все правильно. Что никаким законам природа человеческим не подчиняется, да? А подчиняется только самой себе, да? Так, хорошо. Так, что вы видите здесь на этом слайде? Природа. Природа, да? Да, хорошо. Может быть, кто-то более точно скажет? Посмотрите. Посмотрите. Комплекс. Природный комплекс, да? На первом рисуночке, пожалуйста, Лера, сможешь охарактеризовать, что такое природный комплекс? Так, хорошо. А может быть, кто-то еще более скажет, что подробнее, что такое природный комплекс? Это часть земной поверхности с относительно однородным природным условием. С однородными природными условиями. Так, хорошо. Так. Что вы видите на втором рисуночке? Скажите, пожалуйста. Может быть, это какая-то закономерность, может быть, это какая-то целостность природы показана. Изменение природных видов. Посмотрите, что это? Ну-ка, кто внимательно рисует? Что вы видите на рисуночке? Посмотрите внимательно, какое дерево было, каким оно стало, как изменяется поверхность. На первом рисуночке, что вот именно Изменение первое, АПТК. Изменение АПТК. изменение, а именно в чем выражено здесь изменение? Растение. Ну что вы видите на первом? Дерево какое? Сначала было. Потом? Она. Ну что показано? Пожалуйста, внимательно посмотрите, на поверхность посмотрите. Ну что ты видишь? Сейчас какое время года за окном у нас? Потом придет. Назовите двумя словами, что это? Круговорот веществ. Что это? Ну, разве нет у вас? Смена времен года. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, это является закономерностью? Является. Что такое закономерность? Это изменение природных условий. Угу. То есть мы здесь видим, что меняется погода, да? Полностью происходят изменения в зависимости от температурного режима, от количества осадков. Мы видим, как это влияет на живую природу, да? Так, хорошо. Итак, постарайтесь перечислить закономерности природного комплекса. Назовите закономерности природного комплекса. И зональность, да? Скажите, пожалуйста, на третьем рисунке что вы видите? Что там показано? Что это за карта у вас? Посмотрите внимательно, что это за карта? А если хорошо подумать? Если хорошо подумать, что это за карта?
записать, да? Итак, пожалуйста, кто из вас будет диктовать, что такое природный комплекс? Остальные записывают. Так, пожалуйста. Это часть земной поверхности с относительно однородными природными условиями. Угу. С относительно природными условиями, да? С относительно одинаковыми природными условиями. Так, пожалуйста, следующее, что у вас команда записать? Перечислите главные закономерности ПК. Так, пожалуйста, кто из нас перечислит? Смотрите. Какие главные закономерности? Пожалуйста, Саша, называй главные закономерности. Не слышно тебя? Так, а теперь называй главные закономерности. Так, записывайте это в рабочий лист. Целостность, круговорот веществ, ритмичность и запоминательность. Да? Взаимосвязь компонентов, которые мы видим на втором рисуночке, да? Здесь невозможно без изменения погоды, чтобы менялся климат. Мы видим, что полностью на четвертом рисуночке, что вы видите, ребята? Круговорот веществ и энергии. Без этого тоже наша живая природа, она неотделима, да? Так, хорошо. Все это вместе взаимодействует. Итак, виды природно-территориальных комплексов. У вас это написано в рабочем листе, да? Тема урока. Итак, цель обучения дополнительным охватом местного компонента характеризует по плану природно-территориальные комплексы различного уровня. Критерии вашего успеха. Знаю, умею, применяю. Ну и природно-территориальный комплекс. Пожалуйста, Нурсик, что это? Угу. Антропогенный. Природный комплекс, да? Зональный. И вот мы видим на рисуночке, да, что невозможно отделить климат от растительности, невозможно делить климат от рельефа, почвы от животного мира, от воды, растительность от рельефа или воды. Все это вместе взаимосвязано, да? Итак, ребята, сейчас у вас индивидуальная работа. Вам необходимо выбрать для себя. Вот у вас Петромина. Здесь у нас имеются арктические пустыни, влажные экваториальные леса, пустыни, саванны, редколесья, тайга и тундра. Вас 5 раз. Пожалуйста, подойдите, выберите, какую природную зону вы будете составлять. По одному на каждого. Значит, балл у вас будет за то, что вы правильно соберете, и затем вы начнете работать. Название природно-территориального комплекса какой у вас? Какой у тебя? Так, у тебя? У тебя? Саванны и Тайга. Значит, у вас название уже природно-территориального комплекса есть, да? Следующая географическая оболочка. Вам необходимо открыть карту, страничка 34, географическое положение, записать этот комплекс. Начинаем, уже слаживаешь. Быстренько работаем, Саш. Вот сюда вот, на, собираем. Здесь вы найдете рельеф, какой климат. Все у вас на карте.
Все, собрали, да? Тундра у нас тоже сложилась аккуратненько. Давай сложим. Давай начинаем работать здесь, вот пока не успеешь. Записывай все, что здесь необходимо. Раскладывай, раскладывай. Так, собрали ручку. Вот они. Угу. Так. Так, и это холодное у нас получается, оно вот сюда. Так, все. Чуть-чуть так, все аккуратненько разложи. Так, сейчас. Ребятки, вы рабочий лист тоже заполняйте свой. Так, вот у нас это рядом. Так, собираем быстро. Сядете сейчас, и каждый скажет характеристику природной зоны. Вот так вот, по кругу. Изредка. Изредка мы идем. Так. Ну что, кто у нас начнет рассказывать? Пожалуйста. Немножко громче. Саванна и редколесье, географическое положение Африка, рельеф равнины, климат, лето, теплое и влажное, средняя температура, лето теплое и влажное, а зима теплая и очень сухая. Средняя температура плюс 24. Почва прессно-глубокая. Растительность среди растений распространены одинокие деревья и очень толстый ствол. Животные: шакал, антилопа, добучник, лев и ягод. Спасибо. Географическое положение находится в зоне субарктического пояса. Равнина. Климат средней температуры января, средняя температура июля, снегодувое, количество осадков. Осадков выпадает мало, всего 200-300 миллиметров в год. Занимает наибольшую площадь всех природных зон на территории России. Рельеф равнины, возвышенности. Климат средней температуры января, средней температуры июля, среднегодовое количество осадков. Арктическая пустыня, географическое положение Арктика, Антарктида, рельеф равнины, климат, средняя температура минус 40 градусов. Пустыня, географическое положение, расположение в жарком и тропическом и южном полушарии, рельеф равнина. Удалось установить? Удалось, да? Скажите, вы, наверное, засиделись, потому что мы не двигались, да? Давайте мы с вами сделаем небольшую веселую пятиминутку. Называется наша пятиминутка «Бабочка и воробей». Пожалуйста, выберите, кто будет бабочкой, кто будет воробьем. И вы знаете, что бабочка от воробья убегает, а воробей бабочку догоняет, да? Бабочка больше не летает.
Нурсик, ты свою работу как оцениваешь? На 10 баллов, да? Так, молодец, красавчик, от скромности. Саша, ты свою работу тоже на 10? Так, Вероника, у тебя? На 8 баллов. На 8 баллов, да? Теперь посмотрите, ребята, к нам тут в гости вот такая вот красавица залетела. И она принесла с собой яйца. Давайте мы потрогаем, пощипаем, яички повыбираем по одному. Выбирайте любые и постарайтесь ответить, что же это. Присаживайтесь на свое место, яичко взяли, а то сейчас кучка за вами побежит, вы же знаете это. Так, пожалуйста, Лера, что у тебя за вопрос? Ну, что это может быть? Муравьи. Муравьи? А они разве на человечках? Кто? Ну-ка, Лера, еще раз произнеси, чтобы вы другие Животные, услышали. живущие в колонии земные человечки. Не переходит? Червя. Нет, это сурикаты, ребята. Это сурикаты. Пожалуйста, Нурсик, твой. Вроде на кактусы. Ну, где кактусы у нас? Африка, да? А если хорошо подумать, пустыня Южной Америки, да? Так, пожалуйста, у тебя, Саша? Родина любви дерева какао из хинового дерева является Ну, где растет это дерево, Саша? Дерево леса где? Опять же Америка у нас, да? В Америке, в Южной Америке. Так, пожалуйста, твое. Почему Казахстан называется страной великой степи? Потому что Казахстан сложен в степях и Угу. Так, пожалуйста. Молодец. Когда северная часть особенно у нас. Вот. Какая у нас интересная курочка, да? Яичечки у нас принесла нам интересные. Скажите, пожалуйста, ребята, нам удалось уяснить, что такое природно-территориальный комплекс? Да. Пожалуйста, подведем итог. Что это? Это часть земной поверхности с относительным давлением от природными и природными условиями. То есть это то, что вы сейчас выполняли, да? Да, хорошо. Теперь посмотрите. У нас есть вот такие вот интересные штучки. Сейчас, прежде чем взять какое-то, вы подумайте. Посмотрите, к нам в гости заехали вот такие вот интересные животные. Я что-то забыла, как их зовут, где они обитают, эти животные, я не в курсе. Кто скажет, что это за животные, где они обитают? Бобры, да? Веселые бобры у нас такие, да? Скажите, пожалуйста, где они обитают? В воде. А в какой местности? Назовите, где какие? На севере, в центре, в умеренном климате, где-то, может быть, реку даже кто-то из вас помнит, назовет. А чем уникален этот трудяга бобрёвый? Он был дерево грызет. Ну, а тундры у нас они есть? Нет. Значит, в какой природной зоне? тайге. Тайге, конечно же, делается пруды. Поворачивают вспять реки, да? Итак, пожалуйста, ребята, вот здесь вот, посмотрите. Выберите, все ли у вас получилось, какие были затруднения, то есть какого вы бобрика себе выберете. Попробуем разобрать, в чем же у нас возникли затруднения. Пожалуйста, ответьте, что было тебе непонятно. Я могла ответить, что такое Мгм. И все, да? Поэтому затруднение. Так, кто нам поможет о кирке? Кто скажет, что такое природный комплекс? Это часть земной поверхности с относительно однородными природными условиями. Домашнее
домашнее задание. Итак, комплекс – это совокупность объектов, составляющих по каким-либо параметрам единое целое. Изменение свойств одного компонента приводит к изменениям всего комплекса. Многие компоненты природы образуют единый комплекс на определенной территории. Таким образом образуются природно-территориальные комплексы. Итак, ребята, спасибо вам большое за урок. Итак, домашнее задание параграф 42-43 читаем. Природный комплекс. И на следующий урок, какие у вас вопросы остались, мы с вами их разберем. Спасибо за работу, ребята.